Башкортостане в первом квартале этого года в пожарах погибло 91 человек. Вот это на 22 смертельных случая больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вот сегодня Ради Хабиров на оперативке в правительстве поручил всем компетентным органам разобраться, вот в чем же причина вот такого резкого роста гибели людей при пожарах. Ну и самое главное, конечно же, здесь то, что в пожарах мы теряем детей. И вот как раз-таки о детской смертности в пожарах мы сегодня поговорим с председателем Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Фаритом Гумеровым. Фарит Рифович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот если брать по статистике, 91 человек у нас общее количество погибших в пожарах, то вот если брать детей, какое количество здесь? В этом году потеряли уже 5 детей. Если по прошлым годам мы имеем 17-18 года по 10 детей, 16 год мы потеряли 15 детей. Мы видим позитивный тренд, то есть из года в год у нас уменьшается количество погибших детей. Это мы связываем и с тем, что с 2016 года проводится работа по установке пожарных извещателей. В этом году то, что уже погибли 91 человек, на 22 человека больше, чем в прошлом году за аналогичный период, это объясняется в том числе и объективной причиной. Именно с 1 января 2019 года изменился порядок учета погибших людей при пожарах. Если раньше пожарные сумели эвакуировать пострадавших из зоны пожара и передать врачам скорой помощи, то этот человек, если даже он впоследствии скончался в больнице или же по пути в больницу, то он не принимался на учет как погибший при пожаре. А с этого года, если до 30 дней человек, находясь в больнице, погибает, то берется на учет как погибший при пожаре. Это тоже сыграло свою определенную роль и привел к такому росту по сравнению с прошлым годом. Плюс 22 человека. Но, тем не менее, вот с вашей точки зрения, понятно, что показатель в любом случае не радует, но это прям вот критический показатель, или же пока, ну, по крайней мере, там бить во все колокола там, и говорить, что все слишком плохо, может быть, нет пока причины? Мы никоим образом не снимаем с себя ответственность. Мы должны наращивать профилактическую работу. Мы должны работать над тем, чтобы, уже профилактируя, выявлять нарушения требований пожарной безопасности и делать все, чтобы эти нарушения, если это электрооборудование или же печного отопления, устранить и тем самым снизить риски возникновения пожаров с гибелью людей. К сожалению, есть такие случаи, когда мы при всем своем желании не сможем предотвратить гибель человека. Это так называемая категория группа риска. Люди зачастую любят выпивать, а потом уже курят. И неосторожное обращение с огнем, состояние алкогольного опьянения, является половиной причин гибели людей при пожарах. Поэтому мы еще раз обращаем внимание всем тем, кто, к сожалению, любит, выпив, еще и закурить, быть внимательными и помнить, что это может привести к трагическому случаю, трагической гибели при пожаре. Но при этом, Фарит Фаритович, вот профилактируете, ходите по домам, проверяете, но вот статистика что говорит? Вот вы выписали предписание, да, ну, я не знаю, электропроводка в очень плачевном состоянии, к примеру, да, там печного листа вот этого нет, да, ну, соответственно, вы говорите о том, что это нужно исправить, потом приходите, проверяете, люди исправляют или все-таки, ну, на авось, ладно, и так пойдет, или же исправляются? Статистика показывает, что 50% людей прислушиваются и делают, но не у всех людей, если это особенно одинокие пожилые люди, есть возможность поменять, скажем, старую потрескавшуюся электропроводку или же старое печное оборудование, отопление. Естественно, здесь мы призываем муниципалитеты помочь по мере возможности устранить этих недостатков. Есть у нас примеры, когда муниципалитеты помогают и большому количеству жителей, например, Иглинский район, Архангельский район, Кармаскалинский район. Они за счет резервов, за счет спонсорской помощи оказывают помощь жителям, особенно сельских поселений, ликвидации вот этих выявленных нарушений. Я скажу таким образом, что у нас 45% всего лишь приходится на сельскую местность, но количество погибших
65%. То есть при меньшем количестве пожаров в сельской местности больше всего погибает в сельской местности. Поэтому мы должны обращать внимание на то, что именно в сельской местности исправное печное отопление, если таково есть, естественно, исправное электрооборудование. Вот на это нужно обращать внимание. Ну вот если вернуться к детской смертности, да, понятно, что вот проверенной технологией по все-таки снижению вот этого гибели детей в пожарах и вот является как раз-таки установка пожарных извещателей. Да, в республике у нас даже госпрограмма принята вот именно по установке этих самых пожарных извещателей. Вот если взять по семьям, какие как раз-таки категории граждан могут получить эти самые пожарные извещатели бесплатно? За счет средств из бюджета республики бесплатно получают пожарные извещатели 3 категории семей. Малоимущие многодетные семьи, семьи, находящиеся в социально опасном положении, и семьи при рождении ребенка после 1 января 2018 года. Первые 2 категории не только получают, но им еще и устанавливают пожарные извещатели. А вот 3-я категория имеет заявительный характер, то есть родители должны написать заявление. Тогда мы выдаем пожарные извещатели. По 3-й категории, она самая многочисленная. В прошлом году у нас родилось 47 411 ребенок, и мы должны все эти семьи обеспечить пожарными извещателями. До 18 февраля, до поручения Ради Фаридовича Хабирова, у нас только 12,5 тысяч семей, у которых имелись новорожденные дети, получили эти пожарные извещатели. Буквально за месяц мы прибавили к этой цифре еще 18 тысяч. То есть на сегодняшний день 30,5 тысяч семей, у которых родился ребенок после 1 января 2018 года, получили пожарные извещатели. А по малоимущим многодетным семьям и социально опасном положении, там количество получивших пожарных извещателей уже достиг 45 тысяч пожарных извещателей. К сожалению, нам приходится сталкиваться с такой ситуацией, когда многие семьи отказываются от получения пожарного извещателя. Но, естественно, мы проводим большую мотивационную, информационно-профилактическую работу. Я считаю, чем мотивируют? Почему не хотят? Что боятся? Вы знаете, наверное, это наша ментальность, что бесплатный сыр только в мышеловке. Естественно, многих семей по адресу, по которому они прописаны, тоже мы не застаем. Бывает, молодежь прописана в сельской местности, а работает или проживает в городской местности. Но мы будем добиваться, чтобы до всех довести эти пожарные извещатели. Тем более установка их простая. Это с помощью 2 саморезов к потолку. И самое главное, это эффективное средство спасения не только детей, но и самих родителей, но и имущества в том числе. И вот приведу такой пример. У нас в Бурибае, Хайбулинского района, 5 января произошел пожар. Многодетная семья, были на улице. На звук сработавшего пожарного извещателя, который был дома, сразу же среагировали хозяева, которые находились на улице. То есть они услышали этот звук, сумели ликвидировать пожар в момент возгорания. Тем самым спасли еще и имущество свое. Я уже дальше, наверное, остановлюсь на примерах чудесного спасения пожарного извещателя самих детей. Поэтому вот я хотел вот на этом заострить внимание. Ну а если вот вы говорите, нужно написать заявление тем семьям, где ребенок родился после 1 января прошлого года, то куда это нужно писать? В пожарную часть, в соцобез? Есть здесь несколько вариантов. Первый вариант – это в администрации муниципального района, городского округа. Вы можете прямо приемно обратиться, и вам подскажут, кому написать заявление. И там же и можно будет получить пожарный извещатель. Или же можете написать на адрес Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям. Можете даже оставить в электронном виде вашу заявку. Ну вот если действительно вот брать по статистике, да, она вообще имеется ли, да, вот по спасенным жизням, вот именно благодаря пожарным извещателям? Вот вы один пример привели, но вот если... С 2016 года мы уже имеем 47 спасенных детей. Если мы с 2016 года, с момента установки пожарных извещателей, имеем 16 год 15 погибших, потом 10, потом в этом году 5, то есть 40 погибших, а мы уже спасли 47 человек. То есть количество погибших детей могло быть в 2 раза больше. То есть 47 человек, они не погибли, они спасены пожарными извещателями. Но вот каждый месяц можно увидеть примеры, когда дети сами даже спасаются. Вот один из примеров. 16 января текущего года, это у нас село Веровка Белебеевского района, при пожаре сработал пожарный извещатель. И 6-летняя девочка, услышав сигнал извещателя, сама вывела 2 своих братишек и сестренку из дома, охваченного огнем. Или же взять 6 февраля текущего года. Это Шарипова деревня.
Салаватский район. Ночью тоже сработал пожарный извещатель, и женщина с 5 несовершеннолетними детьми сумела спастись из огня. Фарид Рифович, мне сейчас подсказывают, есть телефонный звонок, давайте примем один. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я жительница по адресу Бабушкина 21/1. У нас общежитие. Вот противопожарные маячки, они вообще, грубо говоря, висят для красоты. Где-то они есть, а где-то их нету. И все пожарные выходы закрыты. То есть, если начнется пожар, мы просто все тут сгорим. Ну вот адрес ваш записали, спасибо большое. Но, Фарид Рифович, если вообще говорить по общежитиям, их тоже как-то на контроль берете, нет там, где вот массово проживают? У нас имеется государственный противопожарный надзор, и, соответственно, инспектора пожарного надзора, они выезжают, и в том числе вот по таким обращениям, и мы обязательно вот по этому адресу соответствующее реагирование организуем. Отлично, спасибо большое. Ну вот вы сегодня пожарный извещатель принесли, хотелось бы, чтобы вы показали, как он, по крайней мере, работает, как функционирует, насколько он сложен. Простейший прибор, самая главная цена его небольшая, от 300 до 600 рублей. И можно его не только самому приобрести, можно даже практиковать в качестве подарка на юбилей, на день рождения. Можно даже просто, когда едете навестить своих родителей, привезти и установить. Тем самым вы преподнесете подарок, цена которого – это человеческая жизнь, жизнь ваших близких, родных. Ну, когда говорим, что подарки должны быть практичные, вот прям абсолютно. Мы на студии, наверное, не будем костер разжигать, просто возьмем искусственный дым и покажем, как срабатывать сам извещатель. Ну, вот это вот искусственный дым. Искусственный дым, да. Сейчас он сработает. Вот. Видите, звук здесь уменьшенный, чтобы, так сказать... Но можно, соответственно, громкость еще больше. Да, я сразу показываю, что здесь имеется пожарный самом извещателе источник питания. К сожалению, зачастую, да, многие забывают менять или проверять исправность самого источника питания. Такой случай у нас уже был. К сожалению, Идельбаково, Зенчуринский район, был пожарный извещатель, но не сработал, потому что еще был установлен в 2016 году, соответственно, при разрядившейся батарейке не сработал и погибли люди. Поэтому мало установить, нужно еще периодически проверять исправность самого источника питания. Вот нам подсказывают, есть еще один звонок, успеем принять. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, Уфа. Я тоже пожилой человек и хочу узнать, где именно можно купить вот этот извещатель пожарный. И сколько он стоит примерно? Вот по стоимости уже только что сказали, от 300 до 600 рублей в среднем. Самая дешевая модель, вот самая более-менее хорошая. Но в итоге пожилые где могут получить? Есть ли такое? На сегодняшний день я уже озвучил, только 3 категории бесплатно получают. А так можно получить в любом магазине, где продаются электробытовые товары. Я хотел бы также предупредить, что, к сожалению, имеются случаи, когда пожилых людей пытаются обмануть, предлагая пожарные извещатели по 10-15 тысяч. Десятки, сотни раз дороже. Стоимость пожарного извещателя простейшего 300 рублей. 300-600 рублей. Есть, конечно, GSM-каналом, то есть сигнал приходит на мобильный телефон. Они стоят дороже, естественно, но те, которые устанавливаются в квартирах, простейшие модификации, это 300-600 рублей. Спасибо большое. Я напомню, что сегодня в гостях у нас был председатель Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Фарид Гумеров. Ну а телезрителям хотел напомнить, что сегодня говорили о пожарах и гибели людей. Но вот, как уже говорили, установите эти пожарные извещатели. Все-таки 300 рублей сумма не такая большая. Ну и помните, что он работает в круглосуточном режиме. И все-таки батарейку нужно хотя бы раз в год менять и проверять в обязательном порядке. И тогда точно будете защищены. Смотрите главный телеканал Республики, будьте в курсе событий, не переключайтесь.